Там разговор я говорила. Да. Да, я государством, и об этом, как всегда, начинают заявлять только гагаузы, то есть жители Гагаузии. Но наши молдавские друзья и товарищи сегодня вместе с нами, за что мы им очень тоже благодарны. И в остальных акциях, конечно же, которые пройдут по всей стране, мы их будем поддерживать. Знаете, я буквально год назад, полтора, сказал, что Молдова начнет возрождаться, избавляться от этих предателей с Гагаузии. И то, что происходит и сегодня, и то, что было 2 года назад, когда был референдум. Я имею в виду референдум 2 февраля, когда в Молдове первый раз провели референдум за геополитический вектор за вступление в таможенный союз. Я рад, что сегодня мы начали вот такие акции протеста против унионистов, за государственность здесь, в Камрате. Через 2 недели такие же акции пройдут в 4 других городах, для того, чтобы в мае все мы вместе встретились в Кишиневе. Единая Молдова и сохранение государственности начинается отсюда, с Камрата. Наверное, не секрет многим, что Гагаузия давно является лидером в вопросе государственности нашей Молдовы. Это показал референдум, в первую очередь наш. И теперь мы еще раз хотим показать унионистам, что это не было случайностью. Сегодня наш народ показывает, что она хочет, чтобы Молдова была сильным, крепким государством, суверенным. И я выходом этих людей и их высказываниями мы будем это все подтверждается, что на самом деле Гагаузия хочет жить в этой стране. Гагаузия считает себя здесь своей родиной и жила более 200 лет, поэтому мы никуда не думаем уходить отсюда. С точки зрения законности сомнений абсолютно никаких нет. Это формы выражения населением своего мнения, отношения касательно каких-либо явлений общественно-политических, правовых, неважно. Это абсолютно законно. Дело не в этом. Очевидно, был бы вопрос более правомерным сказать, насколько законны действия тех лиц, направленных на ликвидацию независимости и суверенности нашего государства. Абсурд получается. Значит, народ требует сохранить независимость, а определенные политические силы, находясь у власти, потворствуют. Во всяком случае, с их молчаливого согласия, значит, происходят такие явления, направленные исключительно на ликвидацию государственности. Проведение так называемого Сватл-Церии-2, проведение так называемых шествий в пользу унионизма, ликвидации независимости. Если вы приведете мне пример что в какой-либо стране мира такое происходит, я удивлюсь, что Молдова окажется не одинока. Но это действительно абсурд. Поэтому я еще раз вернусь к первоначальному вашему вопросу, ответ точнее, что абсолютно законно и правильно. И могу вам сказать
высокой долей уверенностью, что если бы своевременно население было бы оповещено о проведении этого шествия, здесь было бы в десятки раз больше. Причем здесь было бы не только жители Гагаузии, Тараклийского района или ближайших, но и с Ниспарен, Бричанска, Гола, со всех районов пришли бы люди выразить свое отношение к тому, что происходит в этой стране, почему эта страна на глазах, извините за резкость слов, разваливается по вине тех, кто находится у власти. Мы сегодня солидарны вместе с Гагаузией, потому что мы выступаем за то, чтобы наша страна была, есть и будет. И мы, как и все граждане Республики Молдова, любим свою страну. И сегодняшний марш это показывает тому, что Бессарабка совместно с Гагаузией и с другими районами приехал сюда на марш, показать, что мы за Молдову, мы за наш язык, за нашу историю. Мы против тех, кто сегодня выступает за то, чтобы наше государство ликвидировать. Мы считаем, что вот эти общественные организации, которые выступают за ликвидацию Республики Молдова, без разницы в каком направлении, они не должны быть запрещены. Потому что мы суверенное и нейтральное государство. Были, есть и будем. Молдова. Его вот нашим полиглотцам немножко Димку поражать, чтобы он не говорил Молдова! Сейчас там надо расширяться на всю улицу. Для Гагаузии все, что связано с государственностью Республики Молдова, это очень важно. Это всегда на повестке дня. Жители Гагаузии всегда обеспокоены всеми теми негативными заявлениями в адрес укрепления молдавского государства. Возмущаются, начиная от рынка, заканчивая простой гагаузской семьей, которая реагирует на любое заявление, унионистское заявление. Поэтому мы всегда были рядом с нашим народом и знаем, что нам очень важно быть теми инициаторами, теми людьми, которые начнут эту борьбу с унионизмом, начнут это движение объединительное в Республике Молдова. И на самом деле сегодня мы показали, что людей собралось очень много, было еще больше желающих. Я уверена, что на площади еще люди нас ждут. То есть в Гагаузии хотят мира, в Гагаузии хотят стабильности не только в регионе, но и во всей стране. И мы вместе с нашим народом будем бороться и работать над тем, чтобы Республика Молдова нормально, хорошо развивалась. Ми
пока мы ничего не слышим, ничего не видим. Я иду вместе с толпой. участников марша защитников молдавской государственности.
приветствуем участников марша защиты молдавской государственности. Мы приглашаем на сцену организаторов сегодняшнего марша, Башкана автономно-территориального образования Гагаузия Влах Ирину Федоровну. Добрый день, Республика Молдова. Pahalı dostlar, pahalı vatandaşlar. Ben çok sevindim hani siz bugün toplandınız bu meydanda. Дорогие друзья, дорогие наши соотечественники, жители Гагаузии, гости, которые приехали к нам сегодня, ответив на наш призыв быть вместе с Молдовой. Мы хотим поблагодарить вас за единство. Мы хотим вас поблагодарить за поддержку не только гагаузской идеи, а хотим поблагодарить вас за поддержку молдавской идеи. Я очень рада, что жители нашей автономии всегда переживали за судьбу Республики Молдова. Дорогие друзья, этот год, он судьбоносный. В этом году исполняется 25 лет со дня провозглашения независимости Республики Молдова. И именно в рамках Республики Молдова была образована наша гагаузская автономия. И я очень рада, что на протяжении этих лет наша гагаузская автономия очень динамично развивается. И жители нашей автономии всегда поддерживают государственность Республики Молдова. Мы всегда первые. Мы всегда хотим, чтобы Республика Молдова была независимой и единой. Мне очень часто говорят, задают вопросы, почему гагаузы начинают эти идеи, почему не другие? Я говорю, потому что наши гагаузы считают, что у них одна единственная родина. Родина Республика Молдова. И как не нам стоять у истоков защиты нашей любимой страны. Я очень хочу, чтобы нас услышали жители всей Республики Молдова. Я хочу, чтобы все нас поддержали. Да, я знаю, что очень многие устали от повышения цен, от повышения тарифов на услуги. Но если мы все будем молчать, если мы все не объединимся, то эти люди, которые сегодня продвигают унирию, они будут давить и продавливать свои идеи. Нам надо сегодня подняться, нам надо разбудить всю Республику Молдова. И нам надо сказать, что нас намного больше в этой стране. Нас 99% тех, которые хотят, чтобы Республика Молдова была целой, чтобы Республика Молдова была неделимой, чтобы мы получали образование здесь, чтобы мы работали здесь. И поэтому жители Гагаузии очень хотят мира, согласия и нормального экономического развития. Я благодарна всем политическим силам, которые сегодня поддержали нас. Я благодарна нашим соседям, которые приехали и вместе с нами ратуют за единство и суверенитет Республики Молдова. Я хочу обратиться ко всем политикам, которые сегодня работают в парламенте Республики Молдова. Перестаньте продвигать унионистские идеи. Давайте запретим все те общественные движения. Давайте запретим все те политические партии, которые заявляют против государственности Республики Молдова. Давайте будем на них заводить уголовные дела за то, что они не хотят жить в нашей целой красивой Республике Молдова. Я хочу обратиться ко всем политикам. Откажитесь от второго гражданства. Мы жители Республики Молдова. Мы жители Гагаузии. И мы должны гордо носить наш гагаузский и молдавский флаг. Молдова, проснись, потому что Гагаузия давным-давно проснулась. Потому что Гагаузия всегда будет поддерживать Республику Молдова. Когда мы вместе, мы очень большая сила. И нам все по плечу, потому что все в наших силах. Ура, товарищи! Мы приглашаем к микрофону председателя Народного собрания Гагаузии Константинова Дмитрия Георгиевича. Дорогие друзья, уважаемые патриоты нашей Республики Молдова, в первую очередь я хочу поблагодарить вас, что вы нашли время
и находитесь сегодня с вами. Это говорит о том, что вам не безразлична государственность нашей республики. Хочу поприветствовать вас всех в этой маленькой Гагаузии. Вы знаете, совсем недавнего времени мы слышим, как со стороны наших соседей, патриотических некоторых сил Румынии, так и некоторые политики нашего государства, которые говорят о слиянии наших двух государств. Мы слышим и видим с вами, что Академия наук нашей Молдовы совместно с Академией наук Румынии заседали вместе во главе с их некоторыми руководителями, где принималась рабочая карта об объединении наших двух государств. Это в то время, когда эти предприятия финансируются за счет с вами наших финансов. Мы должны сегодня с вами именно об этом говорить, и мы говорим им, что они в меньшинстве, они не выиграют. Что касается Гагаузии, Гагаузия в этом вопросе давно поставила точку. И мы показали, что мы на самом деле являемся государственниками. Мы с вами вместе хотим, чтобы Молдова была сильной государственной экономической государственностью. Мы с вами об этом сказали 2 февраля 2014 года. И в этом уже точка. Мы по-другому и не можем говорить. И если бы, конечно же, парламент, наши государственники в республике показали то же самое, демократию, и провели бы его в республике Молдова, и не только по этому вопросу, но и по вопросу вектора развития, потому что мы уже с вами сегодня все больше и больше слышим, даже от тех ярых, которые двигались в Европу, сегодня уже начинают говорить, что где-то мы неправильно идем, потому что экономика Молдовы все ниже и ниже, все хуже и хуже. И мы с вами видим экономические показатели. 100% наших международных долгов равняются ВВП республики. Это говорит о плохом. И все они понимают уже. То есть завтра, когда мы повернем другой вектор, мне интересно будет посмотреть в глаза тех руководителей, тех лидеров, которые рьяно били себя в грудь и говорили, что мы идем по правильному пути. А народ от этого только ли страдает. Ну, еще хотелось бы сказать, буквально позавчера, приняв декларацию, которая говорит о независимости нашей суверенности республики парламентом, это хорошо. Но это всего лишь мало, это слеза. Потому что, как некоторые нам политики, как некоторые патриоты уже говорят, практически наше законодательство Молдовы насилуется. Некоторые вопросы бандитскими методами решаются. Давайте посмотрим. Более 20 лет наши дети с вами изучают в школах язык румынский, изучают историю румын. А с каких это пор вообще, из каких законов? Нету самого закона. Да, совсем недавно Конституционный суд принял якобы это решение, что язык наш государственный является румынский. Но вопрос не решен до конца. В любом случае, кто у нас является юристами и кто учится в юридических университетах, они даже сегодня не понимают. А как правильно идти вообще-то? Везде говорят, что Конституция выше всего. А в Конституции написано молдавский язык. Если уже и Конституционный суд принял такое, тогда парламентарии соберитесь и проголосуйте. Но они боятся, они не делают этого. Они выполняют то, что не положено. Возьмите сегодняшний закон, который нам позволяет выбрать сегодня президента нашей республики прямыми выборами. Тоже получилось, как говорят, бандитским методом. Вроде бы этот закон был неправильно избран в 2000 году, вроде бы его отменили сейчас, но если мы вертаемся к 2000 году, полномочия у президента были другие. Возраст президента был другой. Сегодня Конституционный суд говорит, ну это маленькие ошибки, это можно изменить. То есть опять работают скрытно, опять кулуарно. Ну проведите тогда в парламенте этот закон, и будет тогда всем ясно. Поэтому мы бы хотели, чтобы парламент более четко и в этих вопросах работал.
В двух вопросах, в одном моменте только хочу остановиться об общественной ситуации как в нашей Гагаузии, так и в целом Республике Молдова. О Гагаузии, если говорим, в последнее время, наверное, все являются свидетелями, что у нас полный порядок во всех властях, на всех уровнях властей, полный порядок. И слава Богу, что к этому дошли. Так всегда все дела решаются более спокойно. Я бы хотел, чтобы и в Республике Молдова, я обращаюсь, во-первых, ко всем партиям, как парламентским, так и непарламентским партиям. Все вопросы решать за столом переговоров и в спокойной обстановке. Ни в коем случае не брать пример с Гагаузии, не бегать по столам парламента, устраивать кулачные бои. Это никому хорошему, никакому хорошему моменту не приведет, я вас уверяю. И заканчивая, хотелось, чтобы в нашей сегодняшней декларации учитывалось мнение наших людей, и мы осудили те политические формирования, как со стороны Румынии, так и наших молдавских унионистов, чтобы они не выступали с этими вопросами, потому что они явно в меньшинстве. И мало того, наверное, парламенту надо ликвидировать те общественные предприятия, те формирования, которые борются явно открыто против нашей государственности. И, пользуясь случаем, хотелось бы еще один момент, на одном моменте остановиться. Просить парламент более эффективно, более деловито отнестись к нашему молдавскому закону, чтобы уже не понимали мы, что нас закидывают шапками, нас просто оговаривают. Давайте начнем более эффективно, более грамотно работать, чтобы люди видели какие-то верные шаги в гармонизации наших отношений. Спасибо огромное вам сегодня. Гагаузия-ре и ля-ре! Мы приглашаем к микрофону председателя партии социалистов Республики Молдова Дадон Игоря Николаевича. Добрый день, Гагаузия! Добрый день, Молдова! Дорогие друзья, дорогие граждане Республики Молдова, мы все с вами граждане Республики Молдова. Молдаване, гагаузы, русские, украинцы, болгары, мы граждане этой страны. Мы слишком долго молчали, мы слишком долго терпели. И вы видите, что делают эти унионисты, эти румыны в нашей стране. Когда и в какой стране было видано, чтобы унионисты, румыны, те, которые за ликвидацию государства, проводили марши в центре столицы? Кто им разрешил проводить съезды в Национальном дворце? Мы думаем и мы считаем, что это предатели Родины, это предатели молдавских интересов. Мы с вами этого не должны допустить. У нас своя страна, у нас своя земля, молдавская земля, и она никогда румынской не станет. У нас своя история, история Молдовы. У нас свой язык, молдавский язык, и мы не позволим никому отнять у нас эти ценности. Дорогие друзья, я очень рад, что с этой инициативой опять первыми вышли гагаузы. Я неоднократно говорил и повторяю, если бы все граждане Республики Молдовы были такие государственники, как гагаузы, у нас бы не было в Молдове унионистов, у нас бы не было Людмилы Федоровны в парламенте, не было бы этих предателей. Я хочу вам сказать большое спасибо от граждан Республики Молдова. Хочу сказать спасибо, что вы организовали это мероприятие. Я хочу напомнить всем гражданам Республики Молдова, что Молдова поднимается с колен отсюда, с юга. Здесь, на юге, в феврале 2013 года вы провели, и мы рядом с вами, провели референдум за таможенный союз. Отсюда проснулась вся Молдова. То, что вы провели этот марш сегодня, то, что мы все здесь вместе, поверьте, проснется вся страна. Уже через 2 недели в 4 городах Республики Молдова партия социалистов организует такие мероприятия за государственность Республики Молдова против унионистов. И поверьте, мы поднимем всю страну.
для того, чтобы в мае мы собрались десятки, сотни тысяч в Кишиневе, чтобы они увидели, что здесь унионизм не пройдет. Не пройдет здесь румынская жандармерия. Мы это не позволим, потому что это наша страна, это наша земля. И мы должны сохранить эту землю для наших детей и для наших правнуков. Дорогие друзья, наверняка вы знаете нашу борьбу в парламенте Республики Молдова. Вы нам доверили, вы доверили партии социалистов, вы доверили нашим депутатам, и мы отстаиваем эту позицию до конца. Вы видели, что на этой неделе была проголосована в парламенте декларация о нейтралитете и независимости Республики Молдова. Я уверен, что в эти сложные времена мы должны все вместе объединиться, забыть про все, что было раньше. Нам нужно спасать страну. И когда нужно спасать страну, личные амбиции надо оставить в сторону. Нам нужно объединиться. Нам нужно в этом году обязательно остановить унионизм и сползание страны в НАТО. Я вам обещаю от имени партии социалистов, обещаю от нашей фракции парламентской, от имени наших активистов, что мы не сдадимся. Я обещаю, что мы будем отстаивать нашу государственность, мы будем отстаивать нашу историю, мы будем отстаивать наш язык, мы будем выступать за стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Мы добьемся запрета унионистов в Республике Молдове, потому что Молдове быть Молдова! Молдова! Мы приглашаем к микрофону президента Гагаузской Республики Топал Степана Михайловича. Hoş buluştuk Gagavuzlar. Konuşacağım sizinle Rus dilinde. Çünkü var çok misafirler. Hani anlamayacakları beni. Da hazırlanmadılar. Çevirmeye de Rus diline, Moldovan diline. Arkadaşlar, Gagavuzlar, Bulgarlar, Ukraynalar, Ruslar kim burada büyük bulunur? Büyük gün yine ben bakarım size. Toplandık öyle birlik olduk nice 90'cı yıllar. Pak birlikte biz kazandık Gagavuz Республикасını, ondan sonra автономии. Уважаемые друзья, только единством мы победим. Только единство докажет всему миру, что гагаузам не безразлично, как жить, как работать, на коленях или стоя гордо. Поэтому сегодняшнее мероприятие еще раз мы показываем то, что мы есть гагаузы, то, что мы народ, пусть маленький, но народ. Это в 94 году, когда приезжал сюда Сулейман Демирель впервые в Молдову и в Гагаузию, подтвердил, сказал, гагаузы, пусть маленькие, но это народ. К сожалению, Сулейман Демирель уже только на словах у нас, на духу. Я почему вспомнил Сулеймана Демиреля, потому что он много помог тому, чтобы мы то, что начинали в 90-м году, и сегодня были здесь вот таким вместе. Я еще раз говорю, что то, что запланировано было на сегодня здесь встретиться, пройти маршем, это для того, чтобы еще раз нам с вами ощутить локоть об локоть и то, что мы завоевали, защитить. Без преувеличения хочу сказать, что все эти четверть века Гагаузская республика, впоследствии Гагаузская автономия являлись тому, что сегодня еще Молдова суверенное государство. Поэтому нам и дальше надо поступать так. Дальше нам требовать того, чтобы нас признавали как народ, потому что уже четверть века издеваются над Гагаузской автономией,
те руководители страны, которым не место сегодня у руля. И я бы хотел бы обратиться и к нашему руководству автономии, просить их о том, и вот это сегодняшнее вот собрание вот здесь, это тому порукой, чтобы быть немножко тверже. Народ избрал вас, наших представителей, исполком, народное собрание, наш парламент гагаузский, для того, чтобы вы шли бы в министерство, в руководство Молдовы с открытой грудью, зная, что вы защищаете не лично себя, а народ гагаузский и автономию нашу. Я бы очень хотел, чтобы вот сегодняшнее вот это шествие, вот сегодняшнее присутствие здесь было оповещено всему миру, потому что дискриминация гагаузов – это дискриминация народа, а не личности. По этому поводу обращаюсь к силовым структурам, да и руководству Совета Европы, Евросоюза. Хватит. Вот эти 25 лет мы уже не раз видим, какой двойной стандарт руководства Евросоюза. Мы видим это и не можем больше, так сказать, смотреть на это безразлично. Поэтому я обращаюсь и к нашему руководству. Я думаю, что сегодняшний день заставляет нас всех, в том числе и руководство, обращаться ко всем посольствам, аккредитованным в Кишиневе, особенно тюркским государством, поручиться за нас, за Гагаузию, за маленький 200-тысячный народ. Для того, чтобы, если погибнет, пропадет гагаузский народ, пропадет один из тюркских народов. Гагаузы – древний народ. От гагаузов произошли в дальнейшем остальные азербайджаны, киргизы, туркмены, казахи, татары и так далее. Поэтому, я думаю, будет позор всему тюркскому миру, если гагаузы пропадут, исчезнут с лица земли. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, наше сегодняшнее заявление будет видно всем. И я бы очень, хотя не могу говорить братскому молдавскому народу, но очень надеюсь, что они воспримут вот этот сегодняшний флаг, эстафету. Пора, как сказал господин Дадон, пора, хватит, надо защищать страну. Надо защищать Гагаузию. Нам со стороны больше никто не приедет. Никто не придет за нас бороться. Поэтому и хотел бы, конечно, я думаю, что есть два государства в мире, которые защищали и будут защищать интересы гагаузского народа, гагаузской автономии вот здесь. Это следует обращаться и к Российской Федерации, которым связан весь гагаузский народ более 2 веков здесь. Нас связывает с русским народом по эти вероисповедания христианства. Нас связывает с русским народом, с российским по это 200-летнее пребывание вместе. Ну и, конечно, неплохо было бы обратиться и к руководству Турецкой Республики. С Турецкой Республикой, с турецким народом, как тюркские народы. Гагаузы связали свою судьбу тоже. Мы родственники по крови. Я желаю всем людям доброй воли в Молдове, в Гагаузии. Я обращаюсь ко всем патриотам государства Молдова, которое существовало давным-давно, намного заранее. Если надо, то раньше существовала Молдова, чем Румыния. Если уж так пошло объединение, то пусть Румыния привыкает к Молдове. Спасибо. Мы приглашаем к микрофону вице-председателя нашей партии Ильяна Кашу. Hoş geldiniz Gagauzya. Nasılsınız? Çok iyi. Дорогие друзья, Уаминь Бунь, как гражданин Республики Молдова, как вице-председатель нашей партии, для меня является огромной честью
быть с вами здесь, в Камрате, и твердо выступать за суверенитет и независимость Республики Молдова, страны, которую мы все очень любим. Позвольте прочесть обращение мэра Бельц, лидера нашей партии Рената Усатова. Уважаемые друзья, уважаемые соотечественники, меня нет сегодня физически в Камрате, я нахожусь в командировке в Москве, но моя душа, мое сердце, мои мысли рядом с вами, рядом с теми, кто сегодня вышел на защиту независимости и суверенитета Республики Молдова. С самого начала хочу поблагодарить Башкана Гагаузии Ирину Федоровну Влах за инициативу собрать в Камрате тех, кто выступает против унионизма. Это замечательная идея. Хочу проинформировать, что в марше участвуют примары Камрата, Вулканешт, Чадерлунги и других населенных пунктов автономии, которые участвовали в местных выборах, очень успешных для нас в автономии по спискам нашего формирования. Но здесь присутствуют примары, местные избранники, активисты и сторонники нашей партии с севера Молдовы и из Кишинева. Рядом с вами сегодня все, для кого понятия как Молдова, молдавская государственность и суверенитет не пустые слова. Сегодня в Камрате творится история. Здесь сердце независимой Молдовы бьется в унисон с миллионами сердец своих сынов и дочерей, живущих в городах и селах от Кагула до Бричан, от Унген до Каушан. Хочу напомнить, сохранение и укрепление молдавской государственности является главным приоритетом для формирования, которое я возглавляю. На пути тех, кто торгует своей родиной, на пути тех, кто стремится уничтожить Молдову как независимое государство, мы стоим и будем стоять железной стеной. Унионизм не пройдет. Но пусть знают и те, кто превратили Молдову в дойную корову, в источник для незаконного личного обогащения. Те, кто подчинил себе и своим корыстным интересам наше государство, кто взял под контроль правосудие, монополизировал экономику. Мы их считаем главными врагами независимости и суверенитета нашей страны. Главный враг Молдовы – нынешняя власть. Главная угроза безопасности нашей страны исходит от власти. Мафиозная власть олигархов и обслуживающие их политики и чиновники дискредитируют больше идею независимого существования и развития Молдовы, чем все унионисты вместе взятые. Эта нынешняя власть выгнала и продолжает выгонять в поисках лучшей доли сотни тысяч граждан Республики Молдова за пределы страны. Это она довела людей до того, что многие стали думать, что жители Молдовы не способны к самоуправлению. Поэтому главной задачей всех промолдавских политических сил, всех тех, кто решительно выступает за сохранение молдавской государственности, является свержение нынешнего преступного режима, восстановление в Молдове правового государства и демократии, начало строительства новой Молдовы, свободной и процветающей страны, в которой люди живут в достатке и счастье. И сегодня мы призываем оппозицию, и левую, и правую, объединиться в борьбе против преступного правящего в Молдове режима. Мы фактически выступаем за объединение сторонников развития Молдовы в качестве независимой и суверенной страной. Только вместе мы можем сохранить страну. Всем издалека протягиваю руку солидарности и желаю успеха и решительных побед
в борьбе за нашу страну, за нашу идентичность, за наше государство, за наше будущее. Да здравствует многонациональный народ нашей страны, да здравствует суверенная и независимая Молдова. С искренней любовью к вам, Рената Усатый. Дорогие друзья, я знаю, что сотни тысяч наших сограждан поддерживают идею защиты государственности Республики Молдова, и поэтому я убежден, что мы победим. Молдова! 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 Çok teşekkürler. Мы приглашаем к микрофону председателя Верховного Совета Гагаузской Республики Киндигелян Михаила Васильевича. Я горжусь тем, что я гагауз и нахожусь здесь вместе с моими соплеменниками из народ других национальностей. И Камрад становится центром противодействия унионистам. Они уже возомнили себе, что через 2 года станут хозяевами на земле Бессарабии и Буджака. Я напомню этим господам из Бухареста, что эта земля, Бессарабская и Буджак, испокон веков, она находилась под юрисдикцией тюркских и славянских народов, государств. Никогда она не была под юрисдикцией румынского государства. К слову сказать, в 1379 году Молдавское княжество захватило Добруджу и присоединило. 87 лет до 1484 года находилась под юрисдикцией Молдавского княжества. Но с этого года до 1812 года, 352 года, она была под юрисдикцией Османской империи, которая потом уступила России в 1812 году. И под юрисдикцией Российской империи, потом Советского Союза, Бессарабия, сейчас Республика Молдова, Буджак были под юрисдикцией этих государств. Только 22 года румынской оккупации, которые мы испытали. К слову сказать, гагаузы и другие народы должны помнить, что Буджак – это исконная родина гагаузов, болгар и других народов. В 1878 году Берлинский договор, заключенный, закрепил наш Буджак за Россией, а Россия уступила, воюя с Турцией, Добруджу, Южную Добруджу. Это родина гагаузов, где было несколько сот тысяч гагаузов, а сегодня, в 2002 году, 45 только гагаузов было показано. Сегодня, наверное, ни одного нет. Так вот, с 1878 года России была передана Бессарабия и Буджак, а Россия отдала нашу землю, гагаузскую землю, нашу Добруджу. Поэтому мы взамен Добруджи здесь хозяева. Все должны помнить, договор действует по сей день. Никто от него не отказывался. Поэтому, когда эти лозунги «Бессарабия, румынская земля», никогда этому не бывать. Я призываю все силы патриотические объединиться, потому что
подняли головы, вот эти зловещие фигуры, Добижи и так далее, 90-х годов притаившиеся, опять сейчас пытаются повернуть, отдать Республику Молдова. Поэтому и провал экономики, поэтому и другие финансовые, воровство и так далее. Чем хуже народ будет жить, тем быстрее произойдет объединение. Вот это главная их цель. И поэтому и в школах преподают историю румын. Где это видано? Где это видано, чтобы унионистов охраняли полицейские? Они там с оскорбленными молдавскими флагами, вырезанный герб Молдовы, и вот с такой зияющей дырой, вот с этими флагами под охраной полицейских молдавских маршируют по улицам Кишинева, оскорбляя молдаван, оскорбляя государство. Я заканчивая хочу сказать, что я горд, что я в Гагаузии, и я верю, что Гагаузия станет самодостаточной, богатой в составе Республики Молдова, а Республика Молдова станет нейтральным государством, самодостаточным, и все народы здесь будут жить так, как и другие народы во всем мире. Поэтому я говорю, нет унионизму. Да здравствует Республика Молдова, да здравствует Гагаузия.